Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы говорим о башкирских родах, идем по географическому принципу, и сегодня мы поговорим о том роде, о котором мы упоминали, мне кажется, говоря о других родах, чаще всего. Это род Табын. А почему мы упоминали чаще всего? Потому что этот род, даже по самым нашим грубым подсчетам, он, наверное, является самым крупнейшим родом в составе башкирского народа. Там больше 100 тысяч человек. Это очень большая цифра. Крупные роды 50, там 30 тысяч бывает. Это очень крупные роды считаются. А тут 100 тысяч. Даже если в процентном соотношении посмотрим, там чуть ли, наверное, не десятая часть народа будет. Да? То есть тогда давайте это очень много. О территории, которую Табын. Территория. Вот смотрите, табынцы, они очень раскиданы по всей территории исторической Башкирии. Если мы будем говорить о территории республики Башкортостан, то это, значит, вот как раз именно центральная Башкирия. Вот мы знаем, есть такой, стоит даже обелиск в Гафурийском районе, и там написано, значит, географический центр Башкирии. Табынцы проживают, получается, на территории Центральной Башкирии, в Гафурийском, Карамаскалинском, Архангельском, немножко в Аругазинском есть районе. А в Заурале Челябинская область, Аргаяшский район, Уинский район, ну, там ряд других районов. Также большое количество табынцев проживает на территории Оренбургской области, Красногвардейском и Александровском районах. Какой разброс. И все это было следствием вот такого исторического развития, то есть связано с историей. Я здесь не упомянул, что мы в число табынцев еще включаем, так скажем, их филиалы или аффилированные с ними структуры, которые, в общем-то, вытекали из среды табынцев. Ну, для этого нужно обратиться в историю, наверное. Давайте сначала про этноним. Да? Давайте. Потому что мы всегда говорим об этнониме в начале. Что это означает? Наверное, нужно начать с того, что табынцы восходят этнически, как вот нам удалось установить, племя Уйшин. Вот недаром их предводитель Майкеби Уйшин табынцев во всех Шежире значится Майкеби Уйшин. Уйшин – это вот его племенное название. Племя Уйшин, или как в китайских источниках они упоминаются, Усуни, занимали, так скажем, в первом тысячелетии до нашей эры, занимали территорию вообще Центральной Азии, то есть это территория Монголии, вот современной. То есть в то время вся территория Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры, вплоть до реки Хуанхэ, населяли скифские племена индоевропейские. Это сейчас уже никем не оспаривается. Вот прям под Пекином, чуть ли там, в 100 километрах, находятся вот эти скифские курганы, откуда вытаскивают, находят изделия скифа сибирского звериного стиля, понимаете, да? Там брались данные палеогенетики, вот эти костные остатки, все на ДНК анализировались. Как правило, гаплогруппа R1A. Вот, то есть, что ни на есть индоевропейская гаплогруппа. Это так называемые восточные скифы, которые, начиная там со второго тысячелетия до нашей эры, с третьего тысячелетия до нашей эры, вот после Аркаима, после аркаимский период, они вот заселили степи Центральной Азии, Алтай, значит, и вот всю территорию нынешней Монголии, вплоть до реки Хуанхэ. И все это отразилось вот в китайском фольклоре, который там пишет, что вот нам пришлось предкам китайцев вести войну с рыжеволосыми дьяволами и так далее. Все это есть, это описание в китайских хрониках и так далее. Вот эти племена, и вот эти уйшины или усуни, потом начинается возвышение Гунской империи, вот где-то до середины первого тысячелетия до нашей эры, вот они, в общем-то, доминировали в Центральной Азии. Потом гунны возвышаются, начинается возвышение Гунской державы, и вот они вытеснили покорили этих усуней, уйшинов, вытеснили их уже на территории Семиречья, на территории современного Казахстана. Как человек, который учился в казахской школе, учил историю Казахстана, у меня, конечно, в голове усуни и канглы – это одни из первых как раз тех народов, которые считаются предками казахов в том числе. Да. Они, безусловно, вошли в состав казахов. У казахов же тоже есть племя Уйсын или Уйшин, по-другому называют. Вот, это тоже вошли. И канглы – это как раз вот именно вот тот ранний этнический компонент, который общий, допустим, для многих тюркских народов. То есть такая подкладка, она изначально была индоевропейской, понимаете? А потом, когда вот этническая доминанта поменялась в Центральной Азии с индоевропейской на тюркскую, то это уже все, так сказать. Все правильно помню, усуни канглы – это Семиречье. Это древние города, такие как Тарас и так далее. Да, вот усуни как раз там и проживали. Канглы немножко северо-западнее. Значит, потом они вообще сдвинулись еще дальше на северо-запад и заняли вот течение от где-то Средней Сырдарьи до Аральского моря. То есть все Приорали. В конечном итоге они вообще к северу от Приорали были вытеснены. И вот они, канглы, уже легли, как бы восстали ядром Печенежской Орды. Вот. А здесь вот про усуни. Значит, усуни и так далее. Почему же тогда вот это название, почему вот эти усуни не вошли в состав башкир под названием уйшинов, да, раз вот? Там почему смена этнонима произошла?
Тоже вот почему интересный вопрос, объясняю. Вот я же говорил, легендарный предводитель, родоначальник табынцев Уишин Майкибей или Майкибей Уишин. Это реально историческая фигура. Сначала он служил Чингисхану, потом Джучу-хану, потом, последовательно Бату-хану. Это как Рашид-ад-Дин пишет. И вот этот его улус, подчиненные ему улус, вот эти уишины, так называемый какой-то улус, потом почему-то у них произошло переименование на табын. И вот часть вот этого улуса вошла в состав башкирского народа. По какой причине, сейчас объясню. Табын, что такое табын? Такой был придворный чин в государствах мусульманских, тюрко-монгольских, так скажем, средневековых. Допустим, если вот мы обратимся к источникам, там хан, по-моему, Большой Орды, Сарайский хан Сейд Ахмед посылает королю польскому там Казимиру, я, говорит, послал своего, имя называется, условно говоря, там, Ахмед Табына. Это был табын, придворный чин. Вот есть московский исследователь Илья Владимирович Зайцев, он, кстати, был оппонентом на моей защите. У него статья есть такая, вот, об социониме табын, что это был придворный чин, и выводит его значение две версии. То ли от арабского табигин, последователь, но он склонен, что все-таки это изначально тюркское название, потому что по-тюркски корень табын переводится как значение поклоняться, служить. Табану, табанмах – это поклоняться, служить. Кому служить? Это скорее религиозное что-то? Или и так использовалось. Значит, поклоняться Богу, табану, Аллаха, табану – это одно. А еще, оказывается, там, в средние века табын это было, можно было и в значении служить. И не случайно мы видим, допустим, у того же императора империи великих моголов, Бабуршаха, там был у него отряд хас табын, то есть хас это специальный, табын, таких специальный какой-то гвардейский отряд. То есть из этого мы делаем вывод, что не сам, наверное, скорее всего, Майкибей, а его, там сказать, непосредственные преемники служили табынами у каких-то, монгольских государей. И вот их улус, их эти подданные уишины, в общем, со временем просто стали называться, просто табынами стали называться. Вот это их этноним уишины постепенно, выветрился из памяти, а вот это соционим закрепился в качестве этнонима. А их название уишинов только осталось в титуле родоначальника табынцев – Майкибей Уишин. И вот эти табынцы были очень преданы чингизидам. Мы знаем, что когда началось присоединение к русскому государству, восточные табынцы, не надо путать с западными, восточные табынцы отказались присягать и до конца сражались на стороне Кучума, хана Кучума и Кучумовичей. Современный историк Трипалов, российский ведущий специалист по Золотой Орде, он так и пишет, что основной боевой силой Кучума и Кучумовичей до прихода калмыков табынцы, санрянцы, терсяки и другие зауральцы. То есть изначально, по их шежире, табынцы государственнические, племя такое, с такими понятиями о служении, феодальными понятиями, с государственным мышлением, конечно, не могли не оставить после себя каких-то памятников. И как раз у табынцев мы видим огромное количество всевозможных шежире, всяких хроник даже, я бы их назвал, которые, в общем-то, сохранились до наших дней. И они жили в Заурале, как они пишут, мы жили по реке Миас, до Тобола и Иртыша, это огромная территория, то есть фактически территория всего Заураля, вплоть до Западной Сибири, это была территория, изначально табынского юрта, где они там жили. И в средние века, потом, когда после распада Золотой Орды возникло Сибирское ханство, был там такой хан Ибрагим хан или Ибак-хан. Табынцы что-то повздорили как-то с Ибрагим ханом, тот, видимо, какую-то централизацию проводил, и, в общем-то, по шежире, которую, сохранил в своем сочинении башкирский писатель начала 20 века Мухаммед Салим Умедбаев по произведению «Ядкар», там он эту приводит древнюю хронику, что Ибак-хан решил убить табынских беев, Асади-бея и Шакарли-бея. И они, спасаясь от истребления, забрали своих улусных людей и бежали на запад из Зауралья. Перевалили Уральский хребет, пришли на территорию современного Белорецкого района, нашли здесь башкир-катайцев, попросили у них земли, там, мы знаем, да, что такое Белорецкий район, там земли нету как таковой, там одни горы и все, то есть там невозможно. Те отказали, говорят, у нас у самих там мало земли для пастбищ. Они пошли западнее, эту всю горную часть прошли и вышли к реке, белые. И здесь встретили башкир племени Мин. Попросили у них земли, минги сказали, пожалуйста, полно земли, оставайтесь. Так был заложен две части табынского улуса, то есть они разделились. Тот, который остался в Заурале, назывался Кара или Кары табын, старший табын, а который сюда перешел Кичи табын, или по-башкирски Кесе табын. То есть младший табын. Два улуса образовалось. Потом этот младший табын начал разделяться, отпочковываться где-то в конце 17 века. Из него выделились образования кумрук-табынцы, к которым, кстати, я принадлежу. Кумрук-табынцы, выделились из них, Юмран-табынцы, Бишул-табынцы, Дуван-табынцы и так далее, и так далее. Это все огромное количество властей. Но каратабынцы тоже не сидели от них тоже постепенно начали отделяться группы каратабынского населения Заурале, и они начали тоже перебираться на западную сторону Урала и заселять север Башкирии. В то время он был малонаселенным, очень редкое население, там просторов было предостаточно.
север Башкирии, перевалив на ту сторону, вот они стали филиалами Каратабынского улуса. Это, значит, Таныбская волость возникла по реке Танып, от названия реки Танып. Большая Таныбская волость. Это вот род Танып сейчас, север Башкирии. Вот чтобы как раз понять, вот если мы берем период 17 века, 16-17 века, когда это было раньше немножко. Какие-то документы и так далее. Вот уже тогда Табын был одним из самых крупных или самым крупным родом? Или он... Он тогда был одним из самых значительных и многочисленных. Во-первых, почему значительных? Я же сказал, у них всегда был большой политический вес. То есть были приближенными ханов вот с таким государственническим мышлением, несмотря на то, какой сюзерен. Сначала были чингизиды, потом, когда их не стало, были Романовы, Рюриковичи. То есть всегда вот служили, я все-таки договорю, вот таныбцы перешли на север Башкирии, заняли вот современные Балтачевский, Аскинский, там рядом вот эту примерно территорию по реке Танып заняли. Потом постепенно из таныбцев выделились род Балахсе, балахчинцы, это Аскинский район, кайпанцы, это Ташлинский, и, значит, казанчинцы, тоже Аскинский район. Унларцы, которые жили южнее, в Карайдельском районе, тоже вышел из Таныбской волости. А почему мы говорим, что Таныбское и Табынское одно и то же? Мы нашли это в документах. Вот всегда для нас представлял это тайну. Кто такие таныбцы? Вот недавно нашли документы, все, там Таныбская волость, Табынская тоже. Табынская тоже. Это все. И потом всегда меня удивляло, там было такое лицо Башкирии, так скажем, да, второй половины 18 века, старшина Кара Таныбской или просто Таныбской волости Кулай Балтачев, от кого назван Балтачевский район. Я всегда думал, почему вот он в одних источниках он пишется Кара Таныбской волости старшина, а в других Кара Табынской. Вот это для меня не было понятно, как так. А потом, когда мы все это провели, все эти исследования, изыскания, плюс, значит, на ДНК то же самое, они оказались идентичными вот этим каратабынцам, и всем табынцам с гаплогруппой R1A. То есть вот этот пазл как бы сложился. Оказывается, каратаныбцы и все таныбцы – это те же самые. Это просто выселок Каратабынской волости. И еще потом было второе движение эректинцы, о которых мы говорили. Эректинцы и реакты – это каратабынцы, они так и называют себя, два параллельных названия, которые пошли еще дальше на запад, поступили на службу хану Сахиб-Гирею Казанскому, там служили, потом Казань пал, и вот они потом отошли на север Башкирии, вот на территорию Татышлинского района. То есть хочу сказать, что они вот и ханом служили, что их подвигало вот этих иреактинцев выезжать из-за Уралья на службу. Сахиб-Гирей, в общем-то, пригласил их на службу, поскольку конных воинов у Казанского ханства, практически не было, земледельческое государство, а тогда были в первую очередь нужны воины конные, поскольку, видите, понимаете, да, что конница, она могла быстро пересекать вот эти огромные наши расстояния Евразии. Это не какая-то Европа, где там от Чехии, от там, Праги до Берлина там 100 километров, там и пехота может дойти. А здесь, чтобы перескочить от Урала, там, я не знаю, там, до Крыма, вот посмотрите, сколько нужно. Ну да. Я просто вот смотрю как раз на те источники, которые у меня есть, и вижу, что в 18-19 веках земли табынцев были от Бузулукского уезда, да? И до Челябинска примерно. Да. То есть примерно вот такой... Да, был разброс. Вот как они вот в Бузулукском, сейчас просто я скажу еще. А дело в том, что... Это на тот момент Самарская губерния. Самарская губерния, то есть это еще до губернии, значит, просто объясняю, как это было. Вот эти земли, они исторически были вот вплоть до нижнего течения Яика, считались башкирскими землями. Когда возникла Ногайская Орда, они, так сказать, явочным путем все это захватили. Потом, во второй половине 16 века, вот чудом сохранившаяся грамота, есть такое издание, материалы по истории Яицкого казачьего войска, вот она там опубликована. Башкиры поехали, и, значит, у Ивана Грозного вернули эти себе земли, он дал им вот эти земли по Яику. И знаете, где начинается? От урочища Сарайчик. Это нынешний Атырау. Земли по грамоте были возвращены. Но там башкиры постоянно не жили на этих землях, вот я хочу сказать. Они их использовали как охотничьи угодья. Такая огромная территория, а ведь ясак надо было платить царю. А где ты его возьмешь? Это же тебе соболя надо, тебе соль надо, то есть и соли ведь исак платили. А вот те елецкие соль, это все было общественной собственностью башкирского народа до 18 века. И там, значит, всякая пушнина, пушной зверь, там и мед, там, значит, и рыба, там все, что хочешь. Я просто уточню, что казахи тоже говорят, что это их была общественная собственность до 18 века. Дело в том, что посмотрите по истории, значит, в 18 веке казахов там не было еще, значит, Они утверждают, что как раз примерно до Урала-то они были. Нет, они были сюда подогнаны к Южному Уралу джунгарским нашествием. Да, это в начале 18 века. Но в 17 веке не было, не говоря же о том, что в 16 их не было, там, на этой территории. И вот в 18 веке, вот, видимо, от малоземелья или чего, значит, башкиры начинают массово вот эти, то, что они раньше использовали как охотничьи угодья, туда выезжать и уже стационарно там селиться. Начиная вот от современной Саратовской области,
Там не только были, кстати, табынцы, там были, значит, и табынцы, и бурзяне, и урматынцы. Вот они селятся вот по этим рекам. У нас осталось совсем немного времени. Да. Есть ли нам что-то такое особенное отметить по табынцам в участии в восстаниях? Ну и по традиции скажем о том, кто известные выходцы из этого рода. Ну, табынцы это настолько кроме Салавата Хамидуллина. Да. Табынцы это такая бесконечная тема, там даже не знаю, с чего начать. Ну, в восстании, конечно, участвовали. Там, допустим, главный предводитель башкирского восстания 1735-40-х годов на территории Заурали был башкир Каратабынской волости Юсуп Арыков. И в то же время главный, так сказать, сторонник Оренбургской экспедиции, против которой, значит, собственно, башкиры и восстали, был Таймас Шаимов. Ему и хотят, кстати, в Челябинске, вот там же есть памятник, значит, основателям Челябинска, и вот башкиры якобы говорят Таймас Шаимов, который, собственно, и дал землю Кириллову по Челябинску, под Чебаркуль, две первые крепости, которые. Таймас Шаимов. За это его там башкиры чуть не убили, но он был крупный военачальник. Он в 1732, по-моему, 31 году там казахам дважды поражение мощных нанес, Шемяке хану. Сначала 10 тысяч его войско разбил, потом 20 тысяч. Вот такие были люди, понимаете, неоднозначно. Там часть была проправительственных табынцев, те такие государственные, а часть бунтари. Там уже в Пугачевщину, вот Юламан Кушаев, да, старшина Каратабынской волости. Вот он кто он был? Он у Пугачева был в звании повстанческий, чин у него был генерал, представляете, генерал. У Салавата был бригадир. Бригадир – это промежуточный чин между полковником и генералом. Бригадир – это бригадный генерал, то есть как, ну, и такой, значит. А это чистый генерал был. Юламан Кушаев как раз руководил вот этой башкирской всей конницей при штурме Казани в июле 1774 года, когда Казань была вся уничтожена, в общем-то. И Мухаммед Салим Умедбаев, да, наш значимая фигура. Мажид Гафури. Мажид Гафури, кстати, да, народный писатель Башкортостана, совсем забыл про Мажида Гафури. Гали Чукури, он хоть он был ирактинец в Татышлах, но он каратабынец был. В общем-то, масса людей, огромное количество. Роберт Килдаш. Ну, уж это понятно, да. То есть уже из современников тогда тут вообще, я не знаю, тут не замучимся. Каждый второй, да, перечислять там, ну да. То есть... Я напомню, мы сегодня говорили о роде Табын. У микрофона были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ШШР Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.